Все любят оригинально одеваться, кто-то любит пробовать разную иностранную еду. А эти ребята пошли иначе, они изучают иностранные языки, которые есть далеко не в каждой школе. С каждым годом популярность китайского языка во всем мире растет. Посмотрите, сколько ребят прошли в региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по этому предмету. Еще часть сдает итальянский, но поклонников иероглифов здесь значительно больше. Через пару мгновений в корпус Уфимского университета науки и технологий занесут пакет с заданиями. И начнется самое интересное. Ну а пока можно поздравить друг друга с китайским Новым годом и настроиться на позитивный лад. Кристина, скажи, а как попасть на такую олимпиаду? На самом деле это региональный этап Олимпиады по китайскому языку, Всероссийская олимпиада школьников. Попасть на нее не так легко, потому что до регионального этапа есть еще два этапа. Это школьный этап, он вообще районный, и есть еще муниципальный, там уже по городу. Сейчас у нас олимпиада среди ребят, олимпиадников по всей республике. Это на самом деле очень тяжело, потому что задания достаточно сложные, и они ориентированы не на школьную программу, а на уровень намного выше, чем нам дают в школе. Как любая языковая олимпиада, она делится на несколько туров – письменный и устный. Нужно, чтобы все твои навыки были на высоте. Многие не в первый раз тягаются в знаниях этих двух непростых языков. Например, Лю Синьчжэнь в прошлом году стала победителем финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Интересно, удастся ли в этом году ей повторить свой успех? Мне кажется, тебе чуть легче сдавать олимпиаду, чем другим. Интересный вопрос. На самом деле, если речь идет о региональном этапе, то возможно, потому что на региональном этапе не такая большая конкуренция, но если речь заходит про заключительный этап, я могу вам сказать, что 60% или даже 70% на заключительном этапе являются китайцами, поэтому фактически конкуренция не такая уж и маленькая. Что общего между русским и китайским языком? Лично для меня на самом деле легче русский, потому что я родилась в Уфе, и мое окружение всегда разговаривало на русском, только в семье иногда родители разговаривают со мной на китайском, и я иногда отвечаю им на русском даже. Поэтому для меня китайский язык на самом деле больше сложный, чем русский. И если насчет думать, я даже не знаю, на каком языке я думаю. Скорее всего, ни на каком языке, я просто вижу, и у меня мозг уже как-то это переваривает без помощи языков. Уже 21 февраля будут известны итоги регионального тура этой олимпиады. Уверена, что все эти ребята с замиранием сердца ждут этого дня, уплетая лапшу за просмотром и дарам. Хотя, может быть, я мыслю стереотипами? Все эти парни и девчонки уже победители, потому что попасть на эту олимпиаду, да еще и выучить эти иностранные языки, это очень круто. Давайте пожелаем им удачи в следующем этапе в СОЖ. Серафима Павлученко, Татьяна Никитина, специально для Игры новостей.